Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу о приборе, отслеживающем молнии для предотвращения лесных пожаров. Также вы узнаете несколько дельных советов, нюансов взращивания клубники и в конце немного о спорте. Давайте начнем. В Якутии будут отслеживать координаты молниевых разрядов для борьбы с лесными пожарами. Причиной роста числа лесных пожаров в 2022 году правительство Якутии назвало грозовую активность. Чтобы отслеживать грозы, в республике запустили систему отслеживания координат молниевых разрядов. Спрогнозировать, где ждать молнии, способен прибор грозопеленгатор. С помощью него можно увидеть грозы на расстоянии вплоть до 2000 километров. Такой прибор установили в 6 городах и селах Якутии. В фонд «Синетспарк» приехал агроном Сергей Безруков. Сергей сотрудничает с фондом в рамках лаборатории «Качественный продукт», обучает студентов и показывает правильную технологию рассадки. Фонд «Синетспарк» занимается поиском, генерацией и распространением передовых идей, знаний и технологий, которые нацелены на улучшение качества жизни. На видео вы видите ферму «Синетспарка» и студентов, которые занимаются обеспечением водоснабжения рассады. В перерывах между работой Сергей успел ответить на вопросы, которые интересуют горожан. Сколько времени требуется с момента посадки до плода? Это зависит от сорта и от условий выращивания. В среднем это где-то от 40 до 60 дней. Какая будет стоимость, сколько электричества потребляют лампы? Это тоже зависит от многих условий. От самой лампы, от ее энергопотребления, от схемы посадки, сколько мы кустов под этой лампой, соответственно, разместим. Мы размещаем по схеме 5 штук на 1 метр, и лампа у нас потребляет также 50 ватт на 1 метр. Соответственно, 10 ватт на куст. Плюс где-то 5 ватт будет занимать обеспечение климата. Получается 15 ватт. А чем удобряется? Удобряется в основном минеральными удобрениями. А как влияет отсутствие пчел? Это никак не влияет. Влияет не самым лучшим образом, конечно. Пчелы – это опылители, то есть у нас цветки у клубники, они обоеполые, так сказать. Вот, то есть там и мальчик, и девочка на одном пыльце, на одном цветке. Чтобы опылиться, нужны насекомые опылители, либо ветер. То есть это все и без ветра опылиться, но тогда опыление будет примерно 50%. С ветром это где-то до 60, 65 возрастет, а с шмелями это возрастет до 91-95%. То есть, получается, при отсутствии естественных опылителей это будут делать студенты руками или как это происходит вообще? Ветром, руками, кисточкой, как угодно, способов много. Нужно ли проводить водоподготовку в городе Якутске и как она осуществляется? Да, это в любом городе лучше проводить водоподготовку. В любом случае, та вода, которая у вас есть, нужно провести ее количественный химический анализ и посмотреть, что в ней содержится и в каком количестве. Для того, чтобы исключить влияние ненужных там элементов, таких вредных для клубники, как натрий, либо хлор, либо, может быть, какие-то другие элементы. И для того, чтобы правильно рассчитать схему питания. А как вот, если там содержатся какие-то вещества, что в этом случае делать? Очищает воду. Через специальные системы? Обычно, да, это осмотическая вода, но для клубники, вообще для выращивания растений, не рекомендуется использовать воду, электропроводность которой больше 0,5 миллисименса. Как повлияет экстремальные условия зимние наши на технологию выращивания и как это сделать, как хранить вообще в состоянии круглогодично? Технология выращивания, она подразумевает изоляцию от неблагоприятных внешних условий. То есть здесь внутри создается специальный микроклимат, создается освещенность и, соответственно, питание. Да, со стимуляцией, с биологической защитой, с химической защитой растений. То есть создаются оптимальные условия для роста растений. Несмотря на нашу вечную мерзлоту, в Якутии все активнее и активнее. С каждым годом развивается агропромышленность, и ней занимаются даже дети. Юные натуралисты в Ленском районе начали взращивать овощи. Бригада из 15 мальчишек и девчонок, учащихся средних школ города в возрасте 14-15 лет, первым нынешним летом приступила к садово-огородническим работам. Основная задача детей – это облагораживание территории, полив, уход и высадка растений. Также высаживаем растения для животных. Петрушка, обязательно огурцы и всевозможные виды капусты. В предыдущую неделю ребята работали на территории лагеря «Алмаз». Там они прибрали территории и высадили 3000 саженцев цветов. На этой неделе бригада трудится уже на станции юнатов. Здесь работа кипит с самого утра. Начинают ребята с поливки растений. За эту неделю мы занимались рассадой, садили,
поливали. Сегодня поливаем грядки. Мы все поливаем, потому что площадка большая, нужно ее полить, чтобы цветочки не засохли. Все ребята трудятся с большим желанием. Здесь они получают возможность заработать, учатся общаться и работать в коллективе и, конечно, дружить. Именно по этой причине 3-й год работает в бригаде Лидия Чугаева. Каждый год здесь находишь совершенно разных людей. Добрых. В основном это сплочение. В прошлом году нашла здесь много друзей. Первая смена трудовой бригады будет работать до 23 июня. До этого времени юношам и девушкам нужно успеть высадить всю оставшуюся рассаду и закончить благоустройство проектно-опытного участка во дворе станции. Вторая смена начнется с конца июня. Ее работники будут уже заниматься прополкой и поливкой растений. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутск Мехха Хамуса. Выставка с таким названием стартовала сегодня в Якутске. Представлены фрагменты якутских хамусов 17 и 19 веков, старинные английские варганы, собранные американским ученым Фредериком Крейном, а также хамусы победителей международных и республиканских конкурсов. Экспозиция расположилась в выставочном зале Саха-академического театра имени Аюнского. Между тем, накануне в столице стартовал первый тур 3-го международного конкурса «Хамусист-виртуоз мира». Выступают 38 хамусистов. Те, кто пройдут первый тур, выступят на гала-концерте, где выберут новых виртуозов-хамусистов. Хамус у каждого человека на душе, потому что это часть культуры, часть народа, часть себя. Мне кажется, поэтому каждый человек, наверное, должен гордиться ею. Мы, народ Саха, с мала до людей преклонного возраста, все, кажется, преклоняемся хамусу. В социальных сетях распространилось видео, где у мужчины во время забега слетел кроссовок. Он сильно отстает, но не сдается и в итоге прибегает третьим. Народ на трибунах ликует и восхищается стойкостью и быстротой спортсмена и начинает эмоционально болеть за него. А пользователи социальных сетей пишут: спокойно мог бы занять первое место. Либо Форест Гамп или как в кино, надо узнать, кто это. За неделю до старта чемпионата мира по масс-рестлингу любителям спорта презентовали атрибутику соревнований. Напомним, что 23 и 24 июня Якутск примет 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. В соревнованиях примут участие именитые борцы из 25 стран. Ну а чемпионы мира по масс-рестлингу получат медали в новом дизайне. Комплект изготовлен по мотивам эпоса Олонхо. Медаль в виде священного якутского дерева Аалукмас, который имеет 5 ответвлений, символизирующих континенты Азия, Европа, Африка, Австралия и Америка. Таким образом, медаль собирает все континенты воедино. В центре композиции фигуры масс-рестлеров. Дизайнером выступила Диана Баишева. Приближается наш долгожданный спортивный праздник, спортивное событие этого года. Это чемпионат мира по масс-рестлингу, который мы все ждали. Это прекрасный праздник и подарок для каждого якутянина, каждого жителя нашей республики и для всего спортивного мирового сообщества. Хотел бы также подчеркнуть, что это, во-первых, признание заслуг Якутии как спортивного региона, субъекта, который развивает свой национальный вид спорта. Это признание республики как центра развития масс-рестлинга. И это, в-третьих, большой шаг к включению масс-рестлинга в олимпийскую программу. Очень изящно, красиво. Ну и совсем скоро они найдут своих хозяев, обладателей по итогам чемпионата мира. На следующей неделе команда якутских борцов вольного стиля отправится на чемпионат России. Подготовка идет серьезная. Для подготовки спортсменов в столицу прибыл олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. На одной из таких тренировок побывал мой коллега Александр Хавренко. Из Якутии в столицу Тывы отправятся 24 борца. Почти все спортсмены имеют за плечами соревновательный опыт, но есть и несколько новичков, для которых нынешний чемпионат будет пробой российского ковра. Традиционно большинство наших спортсменов выступают в легких весовых категориях. Команда 57. У нас 8 спортсменов будет выступать и 75 спортсменов. Ну, основные надежда у нас на Виктора Рассадина.
и 57 на братьях Копыловых, на Иванова и Булана. Ну, первый чемпионат у тяжеловесах Хабарова Никиты и у Аронова Андрея 125 килограммов. Для подготовки сборной к чемпионату России с нашими борцами работает специально приглашенный тренер-консультант, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Уже несколько лет Хаджимурат сотрудничает со сборной Якутии и может судить о прогрессе наших спортсменов. Они стали чуть профессиональней. Ну, что нужно для спортсмена? У каждого есть ошибки. Каждый обязан, естественно, с тренером работать над ошибками, анализ проводить, вот такую научную работу проводить. Если этого не будет, то можно годами тренироваться и физкультурой заниматься. Поэтому на сегодняшний день уже и личные тренера, и ребята начали уже сами анализировать. Кроме того, тренировки с участием олимпийского чемпиона дают нашим спортсменам стимул и веру в то, что если у него получилось, то и у нас может получиться. Для любого мальчишки это многого стоит, потому что ты видишь, что человек, который в этом же виде спорта достиг высот, он тебе сам что-то показывает. Тебя это сразу дает огромную мотивацию, и ты понимаешь, что это реально все может и с тобой произойти. И вот это желание, вот этот интерес, вот эта уверенность, она им все равно это придает. И главный тренер, и приглашенный консультант уверены в готовности наших спортсменов выйти на общероссийский ковер и показать все, чему их научили. Главное, по их мнению, вселить в борцов уверенность, что все у них получится. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Ну и на этом наш выпуск подошел к концу. Всем отличных выходных. Встретимся в понедельник в 11 и 17 часов. До встречи в эфире.